Селям алейкум, сейхулу достлар! В эфире Джанлы Студио. Передача о живой музыке, об интересных личностях, которые всю свою жизнь посвящают творчеству. Сегодня у нас в гостях человек, который не мыслит своей жизни без музыки. Один из лучших инструменталистов Крыма, виртуозный аккордеонист Шевкет Зморка. Селям алейкум. Хош келдіңіз. Шевкет ага, кто привил вам такую любовь к музыке? Это такая история благодаря матери своей. Даже не то, что любовь, она вообще посвятила меня в этот мир музыки, сама не будучи музыкантом абсолютно. Она обучила меня первым азам, на слух, можно сказать, не теоретически, не обладая школой, просто на слух. Это, конечно, удивительная история. Мы бывали в гостях у Сервера Абкеримова, известного аккордеониста. Мне приходится дядей. И мне как раз было тогда 2 годика. Я увидел у него этот инструмент, аккордеон. Увидел и все. Я просто не мог отойти от него. И родителям пришлось купить мне маленький такой аккордеончик. Сам вид инструмента меня просто шокировал. В таком смысле слова. Очень красивый инструмент, аккордеон. И я просто не мог оторвать глаз. И посвятил фактически все свое время ему. Вы в 95-м году переехали из Казахстана в Крым. Каким был ваш путь на родину? Этот отрезок времени вообще переломил не то что судьбу, но очень многое изменил, раскрыл в творческом плане. Потому что в Казахстане, живя среди соотечественников, у нас, конечно, были и свадьбы крымско-татарские, и компактное проживание, но более расширенное понятие о нашем фольклоре, сущности я познал, переехавший в Крым в 1995 году, от ребят, которые уже учились в этом просветучилище. Они наигрывали очень много старинных крымско-татарских песен, баглама, хайтармы, очень много танцев, и которые я фактически, живя в Казахстане, не довелось мне этого услышать. И я просто благодарен этим ребятам, которые посвятили меня отчасти в фольклор, углубились в знания фольклора и вообще воспитали меня, можно сказать. Эти ребята, это Дилявер Кутмеметов, Эскендер Кутмеметов, это братья Рустема Кутмеметова, если вы знаете, скрипача, Ахтем Булатов. Вот эти 3 человека, можно сказать, в культпросветучилище оказали большую, значительную роль в развитии как музыканта. Фольклорная музыка – это часть нашей культуры, и в основном ее слушает старшее поколение. В каком формате мы должны доносить фольклор до молодежи, чтобы она впитывала эти ценности? На самом деле, это сугубо лично моя точка зрения. Я небольшой знаток фольклора, на самом деле. Но я как думаю, что фольклор нужно сохранить, во-первых. Сохранить настолько, насколько мы его вообще впитали с тех времен, с которых мы помним через поколение. Нужно донести его, во-первых, в чистом виде. Как в чистом? Чистый вид для меня, как он дошел сегодня в исполнении таких исполнителей, как Сабрие Реджепова, эталон исполнителей. Kaynarlar, sıra sıra cedveler, kaynar da kaynarlar. Alime'nin kaşları oynar da oynarlar. Alime'nin kaşları oynar da oynarlar. Yandım aman, yandım aman, sevdim Alime'ye maşallah. Alime'nin elleri çeberdir, çeberdir. Alime'nin elleri çeberdir, çeberdir. Alime'nin dişleri bembeyaz mermerdir. Alime'nin dişleri bembeyaz mermerdir. Фольклор нужно развивать
орнаментально, может быть, находить какие-то оттенки музыкальные, какие-то. Вот, в моем видении, что для молодежи нужно его преподносить в том натуральном виде, и насколько можно, и впитывая, может быть, сказать, орнаментальные элементы, которые раньше не применялись, применять сейчас. Это только украсит, но основу музыки, я думаю, Нужно оставить. нашей традиционной нужно сохранять. Вы долгое время работали в Египте. И как это повлияло на ваше творчество? Этот отрезок времени он позволил больше уделять внимание инструменту, потому что знаешь, когда у тебя работа, когда у тебя отдых. Этот толчок вообще в Египте работали. Эрнест Халилов, трубач, он вместе со мной работал в этот период. Эмиль Меметов, Ружди Меметов. Именно в Египте, можно сказать, они просто на много ступеней поднялись вверх, потому что позволило углубление в эту сферу творческую. В каких еще странах вы работали и с какими проектами? В Германии, во Франции были. С дуэтом Джанду, Орхан Агабели, перкуссионист, известный здесь, в Украине. На самом деле в этом проекте, в дуэте, у нас, я чувствую некую перспективу. Очень много, можно сказать, синтезируем направления, фольклор играем, и европейскую музыку, и синтезируем с таким этно-джазом, фьюжном. Довольно-таки интересно, в Украине это воспринимают. Я так вижу, что по публике, что это очень интересно. Уже готова публика к такой музыке, да? Да, уже сформировалась определенная публика. Конечно, это в большинстве музыканты, творческие люди. Вот больше всего на концерты ходят художники, скульпторы, врачи, профессора. Вообще, вот, побывав в городах Украины, был очень хороший концерт. В каждом городе он состоялся так, как мы этого хотели. Мы выкладывались на все 100. Публика нас поражала своим теплом. И видно было, что это интересно, что люди не спят на концерте. И потом говорят, неужели все? Неужели программа проходит на одном закончилась? дыхании, Ну, да? А мы так вот, вроде бы 1,5 часа, вроде бы немало. Хотелось бы еще. Шевкет Аға, вы не так давно в Киеве открыли для себя новые горизонты. На самом деле, у меня задача была вообще адаптироваться, выжить здесь. На самом деле, я не приехал сюда, чтобы меня ждали с распростертыми объятиями. Фактически, мало кто знал. Есть точечные, как говорится, люди, которые оказали на самом деле большую помощь в этом плане профессионально. Я приехал и фактически с первых же дней познакомился с духовиками оркестра Фокина, джазовый оркестр имени Фокина, где такой тромбонист, как Алексей Сагитов, его называют Саид Сагитов, да. Он с первых же дней меня пригласил в группу «Вася Клаб». Эта группа существует уже очень давно, с 2002 года, по-моему. До меня играл наш тоже крымский аккордеонист Марлен Мамутов. Вот. И он пригласил меня в эту группу, а потом пошло-поехало, заметили и одни музыканты, и другие, пошли знакомства. И к сотрудничеству приглашали многие творческие коллективы. На данный момент, занимаясь именно с одним путем каким-то, невозможно посуществовать. На самом деле приходится работать с многими коллективами. И в Киеве невозможно, я думаю, что такая начальная стадия, да, допустим, можно сказать, творчества, ты не можешь сразу, заявив о себе. Это удается, может, некоторым, но мне, допустим, приехав сюда, я должен был зарабатывать на хлеб, правильно? А как? Только путем сотрудничества с многими коллективами, людьми.
К чему готовитесь сейчас? Когда состоится ваш сольный концерт? На самом деле у меня очень часто возникали мысли сделать сольный концерт, ну, так как объем работы в разных коллективах, он довольно-таки насыщенный. Моя подготовка постоянно прерывалась. Ну, я думаю, что в 2017 году, потому что сейчас очень много новых идей, которые должны реализоваться уже в этом году. Алексея Сергеевича Горбунова, мы сейчас, у него не то что возникла идея, мы уже начали выступление со спектаклями музыкальными. Не нужно. Шапке, твоя вот эта. У тебя прекрасно, отлично. Сейчас Юра все скажет. Поручиком в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет, не стараясь пугать. Вот так природа захотела. Почему и наше дело, для чего не нам судить? Я думаю, что в ближайшем будущем, ну, это как минимум через год, потому что подготовка к сольному концерту, на самом деле, это очень кропотливый труд. В концерте заложены очень многие направления музыки, начиная от старинной двухчастной формы, допустим, Скарлатти, вот, и эпохи барокко, музыка эпохи барокко, Бах, Пахельбель, Вивальди, и закончить уже совсем другим жанром, этно, фолк, джаз, и пройтись, конечно, по современным композиторам, чтобы публика, которая любит и то, и всем пришлось по душе и по вкусу.
каких сейчас музыкальных проектах вы работаете? На сей день проекты группа Вася Клаб, с которой я начал работать, группа Шабля, гимн Нацгвардии, наша песня «Братья украинцы» — это гимн Нацгвардии. В прошлом году Петро Порошенко утвердил указом. Вы были участником этого я проекта? Участник группы, да, я аккордеонист, непосредственно занимающийся своим делом. Иногда приходится участвовать в коллективе Джамалы. У меня с ней несколько фольклорных песен старинных, с которыми мы непосредственно исполняем в больших концертах. Я, получается, не в стержне команды, как индивидуально приглашенный, как аккордеонист. Мы с ней вдвоем исполняем на концерте старинный фольклор. Это такой вот промежуток между первым и вторым отделением. Это такой переломный момент, когда зритель переключается. Для меня это тоже большой праздник, на самом деле, участвовать в таких концертах. Навеивает тепло на душу, когда на самом деле ты вот играешь фольклор и погружаешься в эту музыку. Я знаю, что из недавней поездки в Кишинев вы привезли очень интересный музыкальный инструмент. Да, я очень давно хотел приобрести эту модель инструмента. У меня есть на самом деле инструмент, который классом гораздо выше, но он классический. А этот инструмент, Вельтмайстер Супита, он предназначен для фольклора. Вот очень удобно на нем играть его, и он звучит. Они все могут быть одинаковые, эти модели, но вот то, что это именно твой, я же сколько раз и подбирал, ездил, выбирал, вот что-то не лежит душа, и все не лежит. Кстати, нашел мне его один из известных аккордеонистов Румынии и Молдовы, Олег Антович, солист оркестра Лаутара. Он мне тоже искал не один день и не месяц. Около 1,5 лет он тоже выбирал в своем регионе. Что-то это не то, мне не нравится, пока не приезжал. И так от одного к другому, пока ночью не раздался звонок. То есть ночью раздался звонок, и вы все бросили и поехали в Кишинев? Да, на следующий день буквально. Ну, это такая преданность музыке. Сколько у вас их в коллекции? На данный момент у меня 4 инструмента. На 2 я работаю. Один инструмент у меня 1938 года, это как экспонат, можно сказать, музейный. Он в идеальном состоянии, как для мебели. Это красота, это просто уникальный, раритетный инструмент. Он у меня дома стоит, иногда так с дочкой вместе по пару клавиш понажимаем, чтобы он подышал. Çok sağ olun, Шевкет Ага, что пришли к нам сегодня в студию. Было очень приятно окунуться в ваше творчество. Еще раз с вами побеседовать. Sağ olunuz. Ну а на сегодня все. Дженлы Студио еще не раз вас удивит, а с вами была я, Алия Хаджабадинова. Салахне Каунас. Give me
çıkayım aradan. Gel benim Erecep'im gelmesin öleceğim. Kara yüzüm sağlıkımı sağlama, yar sen aldın aklımı. Kara yüzüm sağlıkımı